Фирма, поставлявшая медицинское оборудование в Китай, прекратила поставки после того, как выяснилось, что китайские власти, репрессирующие народ Восточного Туркестана, собирали ДНК уйгуров. Нью-Йорк Таймс пишет, что с 2016 по 2017 год в рамках бесплатной здравоохранительной акции под названием «Медицинское обследование, доступное всем», Китай провел в Восточном Туркестане сбор более 36 миллионов проб ДНК, сетчатки глаз и индивидуальных данных. Турецкая партия Ватан во главе с Doğu Perinçek'ом начала переговоры с Коммунистической партией Китая. Китай выразил свою благодарность лидеру партии за его вклад в развитие двусторонних отношений. Помощник министра иностранных дел Ли подчеркнул, что позиция Турции относительно борьбы китайских властей с терроризмом и экстремизмом станет основой турецко-китайских отношений в ближайшей перспективе. Также стало известно, что Perinçek посетит Восточный Туркестан и примет участие на собрании в Урумчи. В Турции прошли крупные акции против нарушений прав уйгуров в Восточном Туркестане. Сегодня на площади Баязид в Стамбуле собрались тысячи уйгуров и провели протесты против геноцида в Восточном Туркестане. Выступившие с речью лидеры общественных организаций призвали Китай прекратить репрессии и раскритиковали исламские страны за их безразличие к братьям по вере. Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом сделал ряд важных заявлений. Мы должны укрепить стратегическое сотрудничество двух государств и расширить круг обоюдных интересов, ускорить процесс подписания соглашений по интеграции проектов Саудовской Аравии 2030 и «Единый пояс, единый путь», сказал глава Поднебесной. В результате перестрелки военных с местными жителями на границе Венесуэлы с Бразилией погиб один человек и ранено большое количество граждан. Оппозиционный депутат Америко де Гразия на своей странице в социальной сети пишет, что в столкновении погибла одна женщина. В свою очередь, оппозиционная газета «Эль Насиональ» пишет, что было убито двое и ранено 22 человека.